Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Наша с вами Якутия– регион с суровым климатом. Особенно остро мы ощущаем влияние климата на нашу повседневную жизнь, конечно, зимой, в самые холодные месяцы в году, когда термометр опускается ниже от 50 градусов. И если происходит какая-то авария, действовать нужно максимально быстро. К работе подключаются все, а если авария связана с остановкой тепла или трубопровода, в дело вступают специалисты теплоэнергосервиса. Сегодня у меня в гостях главный инженер этого предприятия Виктор Иванов. Здравствуйте, Виктор Игоревич. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну, у нас 2023 год объявлен годом труда в Якутии, как мы знаем, да, и мы с вами поговорим сегодня о работе в поле. Вот насколько действительно наши суровые погодные условия влияют на работу? Ну, у нас действительно экстремальный довольно-таки край, да, перепады температур в погоду составляют под 100 градусов, и любая аномальная погода влияет на производство, на работу, оборудование и на персонал. В первую очередь, конечно, проходя экстремально низкие температуры, приходится задействовать практически весь парк имеющегося оборудования, то есть работать на все 100%. И любой незначительный сбой может повлечь за собой довольно-таки солидные последствия. Но также хочу отметить, что и летом тоже аномальная погода, такая как дожди, не прекращающиеся порой по несколько месяцев, это вот в Южной Якутии особенно, тоже влияет на подготовку, на проведение ремонтов. Это все уходит в затягивание сроков в связи с необходимостью выполнения дополнительных мероприятий. В каких районах у нас теплоэнергосервис работает, напомните, пожалуйста. Теплоэнергосервис осуществляет свою производственную деятельность в 6 районах Республики Саха-Якутия. Это Аймиконский, Усть-Майский, Устьянский, Алданский район, Чернышевск, Светлый, Ленск. Ну и район, это Хабаровский край, Охотск, рабочий поселок Охотск. Предприятие у нас довольно крупное, это порядка 2400 человек работников, более 80 объектов генерации, я имею в виду котельных, и более 500 километров в двухтрубном исполнении тепловых сетей, не говоря уже о сетях ХВС, ГВС и канализационных. То есть Аймикон прям полюс холода вы обслуживаете? Да, работаем на полюсе холода, что несет за собой, так скажем, особую ответственность. Осуществляем свою там производственную деятельность. И последние года, это как 21 год, так же и 23 год, показал, что температура минус 50 это довольно-таки, так скажем, комфортная температура, при которой можно работать. Температуры стали опускаться за 60 градусов. Значит, металл начинает просто звенеть от таких температур. Но люди зато у нас горячие, значит, на наш персонал температура, так сказать, не напугать, поэтому работают в любых условиях. А почему Хабаровский край? Хабаровский край, там были довольно-таки большие проблемы с теплоснабжением рабочего поселка Охотск, устаревшее оборудование, отсутствие водопровода. Имея опыт работы на территории Республики Саха-Якутия, такой как теплоэнергосервис заключил вообще в истории республики первое концессионное соглашение, мы взяли Алданский район для проведения модернизации оборудования и тепловых сетей. И, в принципе, я считаю, что довольно успешно мы это осуществили. Сейчас добились стабильное, качественное теплоснабжение потребителей в Алданском районе. Продолжаем модернизацию. Видя это, соседи наши с Хабаровского края пригласили нас тоже по такой схеме на концессионное соглашение провести мероприятие по рабочему поселку Охотск. В принципе, мероприятия все выполнены, добились результата, ну и продолжаем осуществлять там свою деятельность. Ну что ж, мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Ну, вы не так давно вернулись из поселка Светлый, где устраняли последствия аварии. Там 18, если я не ошибаюсь, домов было отключено от тепла. В общем, что там вообще, из-за чего это произошло, как долго устраняли аварию? Я суть вопроса понял, Ирина. Да, действительно, возникла у нас аварийная ситуация в поселке Светлом. Значит, вследствие замерзания водовода причиной послужило некорректное показание прибора о том, что идет приход воды с водозабора. А на самом деле уже, так сказать, произошли проблемы. Прибор выдал некорректные данные, водовод, произошло обмерзание. Температуры также были экстремально низкие. Персонал, оперативно отреагировав на это, значит, пришлось ввести ограничения по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению.
но теплоноситель и подача тепла населению не прекращалась. А благодаря оперативным и слаженным действиям совместно с МЧС, Государственной пожарной службой, организован был подвоз воды в подпиточные емкости именно по отоплению, что позволило нам избежать остановок по теплу. Потребитель был запитан, находился в тепле. Как я ранее сказал, мы ограничили ХВС, ГВС. Тут же были развернуты бригады, как и теплоэнергосервис, так и спасибо смежным организациям. Это Ленское предприятие теплоэнергоснабжения, это ПТВС «Город Мирный», это компания, в общем, холдинг «Алроса». Практически, наверное, любая организация в ней осуществляла помощь людьми для ликвидации данного последствия. Это «Алмаз», «Техмонтаж», это «МУАТ». Также, что хотелось бы отметить, есть, оказывается, у нас замечательные люди, это волонтеры. Люди стали приезжать и прямо просить, чтобы дали им объем работы, если он есть свободный, чтобы они могли оказать помощь посильно, чтобы выполнить работы и быстрее завершить эту чрезвычайную ситуацию. Был отогрет водовод, подано водоснабжение на водоочистную станцию. Это довольно большой объект. Запущен он в работу. Тоже такая ситуация для них была нова, так как на протяжении 20 лет не было такого случая, чтобы водоочистные сооружения в поселке Светлый сели на ноль, то есть остановились. Был запущен водоочистные сооружения, затем был отогрет уже водовод чистой питьевой воды для подачи на котельные, для приготовления ЦГВС. И поэтапно пошли уже отогревать сети непосредственно в поселке, квартальные и подводящие тепловые сети. Осложнялись работы, это, конечно, подземной прокладкой части тепловых сетей в непроходных каналах. То есть добраться до них было на некоторых просто невозможно. При подаче теплоносителя, КВС, я имею в виду в данном случае, выявлялись участки поврежденные, производилась их замена, то есть пускались перемычки, грубо говоря, выводилась из земли труба, пускалась по земле, обходили этот поврежденный участок и продолжали дальнейший поэтапный запуск. На сегодня информация у нас заканчиваются работы. Остался один дом, буквально мы должны сегодня, вот максимум завтра, его уже запустить по центральному горячему водоснабжению. В первую очередь восстановили холодное водоснабжение. Организован был администрацией муниципального образования поселок Светлый ежесуточный подвоз бутылированной питьевой воды. Был организован пункт выдачи, то есть население могло прийти и взять 5-литровые, сколько нужно, так скажем. Ну, конечно, лимитировались потом, так скажем, но осуществлялась выдача и осуществлялся развоз питьевой воды плюс автоцистерны для технических нужд. По восстановлению ХВС, канализации мы отработали оперативно, по горячему водоснабжению приступили по мере возможности и тоже, можно сказать, уже практически ликвидировали. Тут хотелось бы отметить, что это не человеческий фактор, так как у нас причиной может послужить две. Это либо человеческий фактор, да, значит, неправильные действия персонала при производстве работ, нарушение инструкций, и есть это выход из строя оборудования. В данном случае это и сыграло роль, это выход из строя данного расходомера, что повлекло за собой довольно-таки серьезные последствия. Считаю, что отработал персонал оперативно. Первые, наверное, суток 5 вообще практически никто не спал. Все находились, так сказать, круглосуточно на работе. Ну, затем была посменная организована работа и планомерно завершили ликвидацию данной ситуации. А насколько вообще часто за сезон случаются аварийные ситуации? И какая основная причина? Ну, вот сказали, две причины бывают: человеческий фактор и отказ оборудования. отказ оборудования. Оборудование отказывает из-за чего? Из-за того, что вот холодно, он ломается, не выдерживает температур, или износ там какой-то, или что? Ну, вы знаете, я бы не сказал, что аварийные ситуации случаются, не штатные ситуации, да, работа, выход из строя оборудования, но которая не влечет за собой, да, грубо говоря, сразу аварию, но может к этому привести. Технологическое нарушение это называется на вашем языке, я знаю. Сейчас нет такого, сейчас есть все авария стало уже, да. Поэтому нет, да, эвфемизмами пользоваться. нештатные ситуации случаются постоянно. Тем более, имея такой объемный парк оборудования, да, нештатная ситуация случается практически постоянно, но они решаются. Для этого есть ремонтный персонал, для этого есть оперативный персонал, для этого есть аварийный запас. Нештатная ситуация закрывается и не допускается развития чрезвычайной ситуации и аварии. Аварийные ситуации, они единичны. И даже смотря уже, работаю я довольно-таки долго, да, в этой отрасли, и смотря по статистике прошедших лет, как у себя, так и у коллег, все-таки я отмечаю, что аварийных ситуаций стало гораздо меньше. Модернизация все равно идет не в
том объеме, в каком хотелось бы, да, средства, так скажем, вкладываются в связи с ограниченностью источниками, но все равно прогресс налицо, аварийных ситуаций стало гораздо меньше. А бывает по вине потребителей происходит аварийная ситуация? Ну, там, не знаю, запитались не туда, Да, вы знаете, кстати, врезались, стали горячую воду брать я из понял, да, другой суть трубы. вопроса. Вы знаете, да, сталкиваемся довольно часто. Проблематика сейчас состоит в том, что у нас в некоторых населенных пунктах и на некоторых объектах отсутствует управляющая компания. То есть не ведется подготовка, как это должно быть, объекта к прохождению следующего отопительного сезона. Ведь это обязанность не только ресурсоснабжающей организации приготовиться к следующей зиме, но и потребитель должен выполнить ряд действий, обязательных к выполнению для того, чтобы подготовить свой объект к зиме. Это провести промывку радиаторов, это провести мероприятия по утеплению здания. Ведь порой просто в доме холодно не от того, что не греют батареи, а от того, что просто дом, ну, всем ветрам, так сказать, открыт, идет просто выдувание данного тепла. Поэтому потребитель еще в каком ситуации бывает, что порывы на сетях именно потребителя, которые выявить очень сложно, и, грубо говоря, в 50-градусный мороз ночью, когда падает давление на котельной, потому что у кого-то радиатор старый уже отвалился, грубо говоря, идет большая утечка, найти это очень тяжело. Из-за этого вот тоже может развиться довольно серьезная ситуация, когда может пострадать все, в принципе, объекты, рядом находящиеся на этой ветке. Потому что данный участок будет отсечен, и нужно будет проводить работы по восстановлению Но теплоснабжения. еще вот часто бывает такое на севере или вот в деревянных домах, когда поступает горячая вода в батарею техническая, а потребители подключают ее для хозяйственных нужд. Да, вот, Это же тоже да, вот, частый случай ведь это, такой. да, к сожалению, да, хотя и мы имеем сейчас законодательную базу, но она отложена, ее исполнение, что каждый потребитель должен быть обеспечен центральным горячим водоснабжением, а это когда отдельно идет приготовление этой воды, воды, доведенной до санпиновского качества, то есть до питьевого, и уже по отдельному трубопроводу поступает потребителю. У нас, как сказать, в республике применяется открытая система. Да? Все равно людей без горячей воды мы оставим. Тариф, соответственно, он гораздо ниже, чем если отдельно это готовить. Разрешается открытый забор системы отопления для нужд горячего водоснабжения. Для того, чтобы эту ситуацию исправить и все-таки обеспечить, да, 100% ЦГВС населения, необходимы довольно-таки колоссальные средства. Тут речь, если только о нашем предприятии, мы проводили такой расчет, это единоразово, чтобы это все порядка 6-7 миллиардов надо рублей для того, чтобы провести модернизацию и везде сделать центральное горячее водоснабжение. Но тут проблема еще в том, что для того, чтобы готовить ЦГВС, нужно иметь исходную чистую воду санпиновского качества, то есть питьевую. Да? Для того, чтобы приготовить эту санпиновскую воду, нужно водоочистные сооружения. Для примера мы тоже считали, да, в среднем населенный пункт, да, муниципального образования, допустим, село, либо поселок, да, на 600, грубо говоря, на 800 человек. Да. Для того, чтобы построить там водоочистные сооружения, канализационно-очистные сооружения, ЦГВС, обеспечить централизованно всех теплом, только на один этот поселок это надо будет порядка миллиарда. Ну и, соответственно, эта сумма будет меняться, если уже не 600-800 человек, если живет 2000, это уже порядка 3 миллиардов надо будет. Для того, чтобы это все как-то возможно было, я думаю, в среднесрочной перспективе реализовать, для этого, в принципе, разработались федеральные и республиканские программы. А это как чистая вода, фонд реформирования ЖКХ. Стали выделяться федеральные деньги, республиканские, чтобы можно было потихоньку, так сказать, планово проводить данные работы. Но для того, чтобы вступать в эти программы, да, муниципальным образованием, которых есть обязательства, это по разработке и по актуализации схем теплоснабжения данного поселения. В данной схеме теплоснабжения прописываются все мероприятия, которые необходимо выполнить по годам. Но очень важный момент, нужно прописать источники, откуда будет финансирование. Ну, кто деньги даст, грубо Да, говоря. откуда придут источники. Предприятия, ресурсоснабжающие у нас в республике, они ограничены в этих источниках. Да? У них есть амортизация, которую они пускают на свою инвестиционную деятельность. Соответственно, на развитие, на строительство ВОСов, КОСов и так далее. Данные источники, так как очень ограничены, без, так скажем, республиканских, федеральных программ выполнить мероприятие невозможно.
Поэтому при разработке и актуализации схем теплоснабжения муниципальное образование от них должна идти инициатива по вступлению в эти программы. То есть это вообще должны, так сказать, они подавать заявки на эти программы по вступлению и получать какое-то финансирование. Часть идет на безвозмездной основе, часть идет банковские кредиты под проценты. Поэтому только совместная работа, это ресурсоснабжающая организация, муниципальное образование, республика и федеральный бюджет, так скажем, федеральные деньги, только в этой связке мероприятия данные возможно осуществить. Ну, я еще вот про Светлый читала, если вернуться к Светлому, что там еще долги у жителей были по Да, к оплате сожалению, проблематика дебиторской коммунальных услуг. задолженности очень большая перед нашим обществом, я так думаю, и перед остальными ресурсоснабжающими организациями. Да. Не буду я озвучивать суммы, но долг сейчас поселка Светлого, я имею в виду жителей, да, ну, он колоссальный, он более 100 миллионов рублей. То есть колоссальные средства отвлечены, и невозможно их взыскать. Да, мы проводим судебно-претензионную работу, мы пытаемся, судебный пристав пытается найти какое-то имущество, что-то изъять. Но это процесс такой вялотекущий, к сожалению, да, что нас связывает по рукам и ногам, и на что, опять же, приходится нам идти брать банковские кредиты для того, чтобы покрыть кассовую разницу. Мы рассчитывали, что, грубо говоря, получим определенную сумму, получаем в 2 раза меньше, но затраты у нас остаются те же. Это обязательства по ремонтной программе, обязательства по инвестиционной программе, это зарплата наших работников, это наша модернизация и наша жизнь предприятия. Поэтому довольно-таки ситуация с дебиторской задолженностью, она серьезная и критическая. Вот как-то с ней нужно решать тоже. Ну вот в этом, сказали, 5 дней практически все не спали, но я так понимаю, главный инженер, это большой начальник. Вы всегда сами выезжаете на места аварий? Да, конечно, в обязательном порядке выезжаем сами для организации работ, хотя имеем на филиалы довольно технически грамотных мы специалистов, но тем не менее для того, чтобы оказать помощь в организации работ, для этого в обязательном порядке выезжаем. Ну вы часто лично ездите по республике? По республике езжу часто, но хочу сказать одно. Последние года вот это такой уникальный случай, Светлом, из него, конечно, мы сделаем определенные выводы, когда пришлось ехать не в плановую командировку, да, для участия в тренировках противоаварийных, для участия в дне охраны труда, а именно на аварию. Это в последние года это не часто. Это такой за последние 4 года первый случай. Ну, Атака и Микону, Сьену объездили все. Ну, конечно, по роду своей деятельности объехал все эти районы. Ну, кстати, вот география нашей родимой республики довольно-таки обширная, поэтому за 10 лет работы на предприятии мне только удалось позапрошлом году это попасть в последний населенный пункт, где я не был, так скажем, доехать до туда. Потому что существуют такие населенные пункты, куда можно просто не доехать, так скажем. Да, есть, это не секрет. Вот вопрос от телезрителя поступил. В последнее время участились аварии в целом в ЖКХ-сфере. Как вы считаете, в чем причина? Ну, как я ранее сказал, да, аварии сейчас, я считаю, просто в связи с развитием средств массовой информации. Да, То есть аварий не стало больше, просто мы о них больше знаем, информирование что ли? стало, да, такое же доступное, что сейчас буквально за секунду узнает огромное количество людей. Как я ранее сказал, на самом деле аварий не стало больше. А износ сетей? Износ сетей он присутствует, но при правильных действиях, я считаю, сейчас правильные они, износ сейчас удалось остановить. И начать его планомерно немного снижать. Износ, я имею в виду сам. Да? Для того, чтобы хоть как-то, так сказать, остановить износ, нужно ежегодно, по крайней мере, по нашим расчетам, минимум 5% от протяженности тепловых сетей нужно перекладывать, то есть заменять. Ну, я вот слышала, что там основное от советского времени еще, нет? Да, есть действительно советское оборудование, сейчас оно стоит и работает прекрасно. Вы знаете, советская труба, да, 30-летней давности. Она модернизации не требует? Нет, она сделана из такого сплава и такой толщины, что есть филиалы, где есть водоподготовка, я имею в виду правильная вода подается в нее, до сих пор утончение стенок просто минимальное. Есть, конечно, где эти трубы меняются в первую очередь, да, так мы же производим и инструментальный контроль толщины стенок, мы же планируем работу, так сказать. Она может и 50 лет пролежать, и ей ничего не быть.
Тут вопрос в эксплуатации, так То сказать. есть если верно эксплуатировать, то можно... Да, если это верно эксплуатируется, с исходной водой какой надо, соблюдаются все балансы, не морозишь ее, грубо говоря, и не портишь, то она может и 50 лет Но отработать. просто есть такое мнение, что у нас вот каждый год как будто холода. В первый раз, и каждый раз коммунальщики говорят, что ой, у нас аномальный холод. Нет. Если не аномальный холод, то у нас, значит, неожиданно наступила зима опять, да? Либо говорят, что у нас вот износ системы, сети старые, что вы хотите. И вот две отговорки. Неожиданная зима, которая всегда неожиданна, вот, ну, и аномальная холодная, и вот износ Ну, я системы. думаю, наверное, первая отговорка — это все равно недостаточность средств на проведение полной модернизации, замены тепловых сетей. И тут, в принципе, никто не лукавит, потому что если действительно сделать ремонтную программу, да, и инвестиционную программу под те объемы, которые необходимо выполнить, да, то рост тарифа будет, ну, для населения просто кратный. Для того, чтобы население могло платить большой, так скажем, тариф, нужно в первую очередь, наверное, это поднять благосостояние населения. Но проблемы с поднятием благосостояния населения у нас существуют, и мы сейчас, как все прекрасно видим по телевизору, по новостям читаем, что это идут внешние факторы. То есть сейчас наши, как говорил Владимир Владимирович, партнеры, сейчас уже которые нам не партнеры, а враги, просто, так сказать, зажимают со всех сторон. В смысле, выросло оборудование в цене, введены санкции, все равно они имеют эффект, да, роста цен на оборудование. Сейчас, допустим, те, где мы раньше могли применить импортное оборудование, да, в связи с его, так скажем, качеством и экономичностью, сейчас мы его не применяем. Все равно влияние внешних факторов на конъюнктуру у нас внутри То страны. есть санкции тоже сказались. Санкции, конечно, они, я думаю, на всех сказались. Да, не в том дело, что вот теперь мы будем не иномарку покупать, а русскую вещь, что это плохо. Это вполне нормальные процессы. Ну, есть к чему нам теперь стремиться, улучшать, модернизировать наше производство, наше оборудование. Ну или работать с китайскими партнерами. Не, лучше с нашими. Вот такой вопрос еще про... Вы же, котельные, это же тоже ваше хозяйство, я правильно понимаю? Конечно, конечно. Котельные, они отапливаются углем. Где вы уголь заказываете? Пользуетесь ли местным углем? Да, вопрос хороший. Действительно, возникают такие у людей сомнения, мысли, что мы сейчас вообще торгуем мы на открытой площадке, как все положено. Это открытые торги, любой участник может заявиться и поставлять уголь. Но мы предъявляем к нему определенные требования, да, ставим ему технические условия. По этим требованиям вообще применение в малых и средней мощности котлах в основном применяется это слоевое сжигание. При котлах большой мощности применяется вихревое сжигание. Да? Вот, я понимаю, что это не совсем понятно, но я объясню. Для малых и средних котельных подходят угли. Это каменный уголь марки D, длиннопламенный, с минимальной толщиной пластичного слоя, которая влияет на спекаемость углей. Если ты сжигаешь этот уголь, то, соответственно, ты обеспечиваешь параметры теплоносителя, ты обеспечиваешь экономику, ты, грубо говоря, все свои обязательства выполняешь перед потребителем. Я имею в виду. Применяя непроектные угли или угли даже рядом находящего угольного разреза и бассейна, не соответствующие требованиям к слоевому сжиганию, мы имеем проблемы по выдаче температуры теплоносителя на потребителя. Мы имеем проблему с повышенным износом оборудования, частыми ремонтами выхода из строя. Так, значит, местный уголь, значит, не отвечает этим Нет, у требованиям? нас, если брать баланс по местных и дальнепривозных углей в теплоэнергосервисе, то примерно поровну, можно сказать, да, там 41% и 59%, примерно поровну. Но начинает играть важная составляющая, это топливные ТЗР, транспортные затраты на данный ресурс. Допустим, доставка угля в Устьянский район, да, с шахты, с разреза Джибарики-Хая, да, сама доставка будет стоить, как, грубо говоря, уголь стоит 5000 за тонну, а доставка будет стоить 10 тысяч за тонну. То есть две цены угля, это ложится его доставка. В это же мы просчитали, и в принципе у нас молодцы довольно топливщики отработали, просчитали модель, уголь с Кемерово, допустим, едет по железной дороге до Мурманска либо Архангельска морского порта, перегружается на судно,
Судно идет до порта Нижнеянск, там выгружается, и это выходит дешевле, чем привезти с разреза Джбари-Кихая. Ого! Да, во-первых, там цена ресурсов в 2 раза меньше, так скажем, да, плюс все-таки провозные тоже там меньше. По железной дороге, по морским путем, северным морским путем, это выходит дешевле. К сожалению, сейчас это так. И так как все-таки мы завязаны на экономике, мы должны снизить свои затраты, чтобы не допустить сильного роста тарифа для населения. Сейчас часть углей для Устьянского района, это вот, как я объяснил, северным морским путем, для Алданского района железной дороги. Сейчас мы возим угли, это дальнепривозные. Но Усть-Майский район, Аймиконский район, это сельский куст, я имею в виду, Сарданох, Тамтор, Ючугей, Аймикон, возим джбари-кихаинские угли местные. То есть тут все у нас составляет транспортная составляющая, цена продукта. Ну и плюс продукт должен быть качественный. Когда вы себе, на простом примере, вы покупаете себе машину, да, она ездит на 95-м бензине. Вы ж в нее газоконденсат 80-й не будете заливать и на ней ездить. Да, она поедет, но поедет не быстро и недалеко. Вот так скажем. Так же и с оборудованием. Его, да, можно непроектные угли, можно местными углями топить, но, я как сказал, температурный график выдерживаться в пиковой нагрузке не будет. И будут повышенные ремонты, соответственно, за повышенные затраты на ремонт данного оборудования, что опять-таки отыграет на тарифе для населения. То есть местный уголь плохого качества, грубо Нет, говоря? местный Или он не того качества, которое должен Да, быть? вот как я сказал, почему именно марки D нам нужен длиннопламенный. Есть угли газовые, есть угли жирные, есть слабоспекаемые, есть тощие угли, есть коксующие угли, которые для металлургии идут, есть антрациты вообще. Углей как таковых много, но используемые именно для Но именно для- теплоэнергетики, да, именно для котельных слоевого они не сжигания, подходят. да, нужен уголь марки D, длиннопламенный. А как вообще разрабатывается схема теплоснабжения города, там, поселка? Ну, как я говорил, это обязанность муниципального образования разработать ее и каждый год актуализироваться. Но, конечно, он не самостоятельно ее делает, да, это совместно с ресурсоснабжающими организациями. Их же может быть и несколько на территории поселения осуществлять свою операционную деятельность, поэтому совместно с администрацией готовится данная схема, прописываются основные мероприятия по выполнению, технические характеристики какого же оборудования. Ну, так скажем, это строится план на будущее. К чему должно прийти? Но, как я ранее сказал же, опять-таки, все упирается в источники. Всё Вы упирается еще в упомянули открытую и закрытую эти схемы водоснабжения Да. горячего. Вот какие между ними отличия поподробнее? Вот. А я вот тут рассказал же буквально. То есть центральное горячее водоснабжение, это идет отдельное приготовление, значит, на котельной. Отдельно идет трубопровод, подающий обратный до потребителя. Открытая система, это берется разбор с теплоносителя. Разница, конечно, колоссальная, так как для приготовления требования к центральному горячему водоснабжению, это, конечно, чтобы вода должна быть сампиновского качества. Что для вас, когда специалист, означает фраза «готовность к отопительному сезону»? Ну, готовность к отопительному для меня это готовность к прохождению пиковых нагрузок. Вот, у нас, к сожалению или к счастью, пиковые нагрузки составляют, наверное, порядка 3 месяцев. То есть, грубо говоря, эти 3 месяца не должно случиться ничего. Просто выписать бумажку, что готов, это одно. А именно быть уверенным в персонале и в оборудовании. Персонал, почему я назвал первым, потому что все-таки персонал, я считаю, это больше половины успеха. Это грамотный, обученный персонал. Но у нас же каждый раз готовность, паспорта подписываются, а потом что случается? Я говорю, то, что от отказа оборудования не застрахован никто. Потому что оборудование может быть с браком. Оборудование может быть, так скажем, выполнено некачественно. Ну, в основном, конечно, это брак идет. Если вещь бракованная, она может сломаться и через год, в самый неподходящий момент. Поэтому есть, да, ошибки персонала, но их довольно-таки мало, и они не критичны, так скажем. Потому что идет дублирование выполнения функций. Ну, понятно, у нас, наверное, самый длинный отопительный сезон в стране. Нет. Не самый длинный, а где длиннее? Я был вот в командировке в Анадыре, это Чукотка. Вот
Там самые длинные. У них Длиннее у нас 9 месяцев. был у них период, когда останавливались они всего, если не ошибаюсь, на 20 дней. То есть на 3 недели, дальше опять затопились и продолжали отопительный сезон. Там тоже довольно-таки экстремальные условия, поэтому страна у нас большая, поэтому самый длинный у них. У нас тоже он, так скажем, не маленький, особенно я имею в виду в арктических районах, да. Но вот по Устянскому району я скажу, да, конечно, межотопительный период маленький, но нужно тоже понимать, что для выполнения работ, да, полная остановка оборудования, ну, это в основном тепловые сети, замена тепловых сетей. Да? То есть в лето можно. Допустим, оборудованием по генерации можно заниматься и при условии наличия резервного оборудования. То есть мы приступаем к подготовке котельных не по концу отопительного сезона, да, грубо говоря, все остановили котельную, начали ремонтировать. Уже весной, при достижении дневных хотя бы положительных температур, да, выводится оборудование в резерв и в ремонт. То есть подготовка к следующему отопительному сезону начинается еще даже когда тот да, не завершился. Еще тот не завершился, и иной раз жители, когда приезжаешь в командировку перед запуском, эти говорят, а вот все лето, говорит, на котельной провисел замок. К ней никто не приходил. Я вот тут живу напротив, я знаю, я видел. Ну и начинаешь объяснять, что котельную это уже приготовлено. Это, наоборот, показатель того, что хороший, так сказать, руководитель, он приготовит котельную, летом персонал пойдет в отпуск, котельная у него уже будет готова. Можно просто проводить работы по тепловым сетям, грубо говоря. То есть готовь, ну, сани заранее, так скажем. Вы упомянули, что у вас более 2400 где-то 1400 человек, да, сотрудники. сотрудников. Женщины среди них есть или это все-таки мужская профессия? Нет, женщины, конечно, однозначно Нет, есть. ну это бухгалтерия, отдел кадров. Экономика, отдел кадров. На производстве есть женщины, да, но есть операторы на котельных женщины, есть женщины-лаборанты, есть химики женщины. Ну вот, по крайней мере, у нас, ну, сварщиков женщин пока нет. Слесарей тоже, насколько я знаю, нет женщин, но это довольно-таки трудный, вредный, так сказать, труд, и профессия это такая. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы женщина все-таки занималась чем-то женственным, а не тяжелым физическим трудом. Хотя, если отметить по моей практике, когда были проблемы по Алданскому району, когда мы забрали его в концессию, да, только мероприятия начинали свои, запускали, в некоторых населенных пунктах выдерживали кочегарами только женщины. Приезжаешь в населенный пункт, ты, грубо говоря, заходишь на котельную, там женщины. Потому что мужчины сказали, что мы такого выдержать не можем. Побросали все и разбежались. Женщины пришли, устроились и занимались, осуществляли теплоснабжением котельной тяжелым физическим трудом. То есть уголь в топку кидали? Практически да. Уголь в топку, с тяпкой работали. Сейчас нам удалось добиться того, что, в принципе, поставлены были механизированные котельные, привезен качественный уголь, который позволил, что женщина стала действительно оператором котла, смотрит за параметрами режима работы, да, иногда там, грубо говоря, вокруг котла может подмести, что если что, они занимаются тяжелым физическим трудом. А есть вообще проблема с кадрами какая-то? Или наоборот, к вам попасть все хотят и сложно? У нас довольно-таки серьезный конкурент это энергетики, так как тарифная ставка у нас выше, у них выше, к сожалению или к счастью. Кадровый голод колоссальный. Действительно, даже вот взять по поселку Светлым, где произошло это, так сказать, чрезвычайная ситуация, там только на этом участке 25 вакансий. Только у них. С персоналом очень тяжело. И немного мне становится непонятным. Да? Сейчас становится дефицитная стала очень профессия, это сварщик. Да? Казалось бы, сварщик, что там. Действительно стало специалисты в очень большом дефиците. Мы уже предлагаем контрактную систему опытным, хорошим сварщикам, предлагаем контрактную систему, где ставим довольно-таки высокие зарплаты. Да? Если взять по Якутску, в офисе сколько выше... Сколько сварщик будет получать? Смотря какой он объем. Ну, хороший сварщик, который много работает. Хороший сварщик, который много, ну, больше 100 тысяч, это запросто он может зарабатывать. Ну, я говорю, зависит от объема. Если сварщик сидит, грубо говоря, где 2 километра сетей и маленькая котельная, конечно, он будет получать меньше. Зависит от объема, который он выполнен. Но я веду к чему? Что сейчас сварщик может зарабатывать довольно приличные деньги. Серьезно говорю. А молодежь все равно не идет.
не стремиться. Все-таки, хоть и есть сейчас колледжи готовят специалистов, но тем не менее, это, так скажем, этот класс рабочий, он потерян. И в дальнейшем, я думаю, ситуация только будет ухудшаться. Поэтому необходимо привлекать, конечно, молодежь. Я понимаю, что, может, она звучит, профессия это, ну, не престижно, да, там, либо говорит, менеджер, Ну либо вот в сварщик. год труда скажите что-нибудь такое вдохновляющее молодежи. Почему нужно идти, мотивирующее, почему нужно идти там, в сварщики? Почему сварщики? Ну, как я сказал, во-первых, зарабатывать будут хорошо, а во-вторых, это труд, который ты видишь, результат своего труда, смонтированные сети. Также вот приятно посмотреть, когда монтажник за короткий период километр тепловой сети вот они сделали, у них вот просто радость от своего труда, от физических нагрузок. И красиво, причем он разбил бутылку шампанского, чтобы этот трубопровод работал в поселке Светлого, так скажем. Поэтому труд из обезьяны сделал человека, так скажем, хоть это и заезженная фраза, но тем не менее она права через руки. Я тоже не всегда сидел, так сказать, в офисе, трудился и руками, и с детства грузчиком. Это надо понять через руки, через свой физический труд, как упростить-то жизнь В общем, и труд, окружающим и себе, так скажем. Да. в общем, труд облагораживает. Конечно, однозначно. Спасибо вам большое за такой интересный разговор. Желаю вам побольше, значит, мотивированных сотрудников. Вот, а всем жителям и зрителям желаю тепла. На этом выпуск «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.